Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. Я надеюсь, вы уютно проведете время вместе со мной. Меня зовут Наталья Викторовна Стручкова, я являюсь хормейстером Государственного театра эстрады нашей республики. И также мне помогут иллюстраторы. В качестве иллюстраторов выступят уже известные и многими любимые артисты нашей эстрады. Сегодня я хочу рассказать вам о своей работе над голосовыми аранжировками. То есть, так как этой роли отведена большая часть моей работы, потому что у нас очень много спектаклей, к спектаклям очень много песен, и, соответственно, так как у нас достаточно большой коллектив, мы должны показать песни во всей красе. То есть я работаю над обработкой голосов, и это не 2 голоса, бывает и 3, и 4, и больше. Ну, то есть в зависимости от того, что должна доносить, то есть какая цель определенной песни. Песни должны отражать атмосферу, то есть зритель должен чувствовать и слышать буквально, да, если, допустим, сегодня мы представим 2 примера, 2 песни, обработанные мною из спектакля «Уйбанчик». Здесь вы почувствуете атмосферу, в которой находятся данные герои. Либо это чайки над морской волной, либо это плакучие ивы и шум берез, или это, допустим, топкая вязь болот, или это холодное дыхание войны. Вернемся к аранжировке по голосам. Первый базовый уровень – это основная тема, то есть ведущая мелодия, которая не меняется и звучит на протяжении определенной песни. Второй – это побочные голоса, там различные могут быть аккорды, подголоски, интервальные соотношения какие-то. Ну и третье – это бас. Бас, это понятно, это гармоническая окраска. Я думаю, что первый и последний пункт, третий пункт – это понятно все, да, то есть в основном, да, основная роль – это подголоски. Так, значит, подголоски какие бывают, да? Допустим, первым пунктом обозначим мелодизированный контрапункт. Мелодизированный контрапункт, что это такое? Это мелодия, которая, в общем-то, самостоятельно по своей значимости несет даже какую-то смысловую нагрузку и, в принципе, может звучать и без главной партии. Так, главную партию песни Тани из спектакля «Уйбанчик» нам проиллюстрирует артистка нашего театра Люция. Поехали. Спасибо. Следующий пункт, тип подголосков, вернее, это фигурационный контрапункт. Фигурационный контрапункт – это фоновая тема, фоновая мелодия, которая по фигурации приближена к основной мелодии, которую она сопровождает. Допустим, как я делаю? У меня есть основная мелодия, только что, допустим, Люция, да, пропела, и есть у меня мелодизированный контрапункт. И часто очень получается, что наоборот он для меня является основной темой. Фигурационный контрапункт я использую в качестве подголоска к мелодизированному контрапункту, а не к основной партии. То есть я уже об этом ранее говорила. Так, дальше. Следующий тип подголосков – имитация голоса. Собственно, канон. В принципе, на нем я останавливаться не буду. Сейчас чуть попозже мы с Иннокентием Лебедевым немножко пропоем. Там есть такие каноновые движения в мелодии. Так, следующий тип – это у нас подголоски, подчиненный вариант основной мелодии. Так как у меня за основную мелодию берется мелодизированный контрапункт, то, соответственно, я немножечко ему все подчиняю. Не основной, а ему, но при этом у меня выдерживается основная гармония. Пример мелодизированного контрапункта из песни Тани
нам проиллюстрируют известные наши артисты Айгылан и Амгаяна. Второй тип подголосков – подчиненный вариант, который может проявляться на короткое время, а может, в принципе, как бы сопровождать основную мелодию. Но, как я уже говорила, основная мелодия у нас – это не главная, а мелодизированный контрапункт. Так, и вот мои иллюстраторы – Амикан и Умсура. Сейчас представим отрывок из другой песни этого же спектакля «Уйбанчик». Здесь я представлю такой тип подголосков, как гармонический звук. Гармонический звук, он не носит никакой смысловой значимости, он просто как бы соответствует гармонии этой песни. А вот на этом проиллюстрированном примере мы услышали и канонообразное движение, и гармонический звук, и педальный звук, но он как бы, можно так сказать, что педальный звук используется. А так, в принципе, под педальным звуком подразумевается органный пункт, то есть он повторяется в басу в то время, как сверху, да, чередуются гармонии, то есть гармонический ход идет какой-то. Характеристический голос – это, значит, такие подголоски, которые могут образовать базу для самостоятельного произведения, но тем не менее, как бы смысловой нагрузки они не несут, вот, то есть редко имеют самостоятельность. Вот. И что еще? Есть еще дублировки, такой же тип подголосков, но дублировки, они часто используются в джазовых, допустим, вокальных произведениях. Дублировки, они бывают интервальные, они бывают, допустим, да, вот в таких ходах. Бывают интервальные, это терцовые, квинтовые, сексты, допустим, да.
Бывают в тональности и бывают также атональные. Вот. Так, ну и в конце, как я уже обещала, да, мы проиллюстрируем нашу песню, с которой я как бы начала тему нашего разговора. Это песня Тани из спектакля «Уйбанчи». На самом деле в мире музыки существует много типов подголосков. То есть я не скажу, что я прям все раскрыла, весь потенциал раскрыла подголосков, но несмотря на все правила ведения гармонии, музыки, мелодии, да, я руководствуюсь другим принципом. То есть я вообще не смотрю на правила. Мне надо обязательно вникнуть в сюжет спектакля, в сюжет песни, которые написаны к спектаклю. И тогда, когда я уже вот прям почувствую, душой почувствую, окунусь в эту атмосферу, у меня созревает целая симфония звуков в голове. И тогда я очень быстро тащу нотную тетрадь и быстренько туда записываю ноты. И потом только понимаю, что ага, вот здесь у меня мелодизированный контрапункт, а здесь у меня канон вылез. То есть у меня все происходит наоборот. И, в общем-то, пользуйтесь правилами, но в то же время пользуйтесь и своим воображением. Развивайте у себя творчество, чувствуйте совершенно разнообразные созвучия, интервальные. Там и секунды могут, и септимы могут. То есть любое соотношение, оно очень красиво может представиться.